В XI веке грузинский летописец Леонтий Мровели пишет о происхождении народов Кавказа и относит их к пророку Ною. По словам Мровели, потомок Ноя, Таргам, является праотцом коренных кавказских народов. Его труд, хоть и заслуживающий критики, является началом всех известных списков свода древнегрузинских летописей Картлис-Сховреба. Согласно Леонтия Мровели, первыми поселенцами на Северном Кавказе были двое из сыновей Таргама, Лекос и Кавказ, последний считается предком современных ингушей. В своей географии древнегреческий географ Страбон упоминает два народа, живущие на северных склонах Кавказских гор, Гилай и Легай. Востоковед Юлиус фон Клапрот писал следующее по этому поводу. Страбон сообщает, амазонки жили в горах над Албанией. Феофан, сопровождавший Помпея в его экспедиции в Албанию, по крайней мере утверждает, что албанцы были отделены от амазонок скифскими племенами легов и гелов, и что река Мермодалис образовала границу между этими двумя племенами, но Скасий, Митродот, Гипсикрат и другие, которые были хорошо знакомы со страной, утверждали, что амазонки были соседями горгорейцев, населяющих северное подножие Кираунских гор. Эти сведения, упомянутые Страбоном, сводятся к одной и той же точке. Леги – это современные лезги, гелы – это ингушское племя Галгай, и Кираунские горы – северные хребты Кавказа, вплоть до Бештау. На основе этих сведений американский картограф Джозеф Колтон составляет современную карту, опубликованную в 1855 году в Нью-Йорке. В самом сердце Кавказа находится страна Гелия, расположенная на территории современной Ингушетии и Чечни. Известный российский историк Петр Григорьевич Будков в 1937 году XIX века. Диодор Сицилийский говорит, что после того остатки амазонского народа исчезли в Темескир. Но Страбон, уроженец каппадокийского города Амазии, соседнего Темескире, утверждает, что они удалились в глубину Кавказа и поселились смежно с легами и гелами, то есть с лезгинами и теми галаями или галгаями-кистами, которые обитают по реке Аса, вливающейся в Сунжу. Следственно, амазонки водворились на Заурском пути, или в Саурматии, и тут древнейшее имя их припоминается Птолемеем, византийцами и Моисеем Хоринским, который зовет амазонов, Амазун, Лезгин, Легами и Гелов, Хилаями, ставя последних поблизости Казба, то есть Кавказской горы Казбека. В свою очередь, доктор исторических наук Евгений Крупнов считал, что локализация страбоновских горгореев в Ингушской долине Галга-Чуа подтверждается археологическими, антрополитическими и этнографическими данными. Примечательно, что в лезгинском языке, как и в ингушском, прочно сохранилась фонема «ф», при том, что соседние народы с лезгинами эту фонему не имеют, что говорит о том, что лезгины эту фонему в своем языке имели изначально. Немецкий профессор Карл Кох писал, что галгаи и лезгины смотрелись как главными и первоначальными народами Северного Кавказа. Особое внимание заслуживает, что страбоновские сведения согласуются с тем, что было написано Леонтием Мровели в XI веке. В антропологической науке существует понятие «кавказский тип», обозначенный так древнегрузинским термином «кавкасионе». Впервые название «кавказский тип» дал белой расе Иоганн Фридрих Блуменбах. Он описал обнаруженный на Кавказе ископаемый череп, который в целом, по его мнению, соответствовал параметрам идеального палеоевропейца. В свою очередь, отечественный антрополог Виктор Валерианович Бунак считал, что среди ингушей в большей степени сохранился процент древнего населения Кавказа. Во французском издании Клапрота «Путешествие по Кавказу и Грузии», предпринятое в начале XIX века, сообщается: на самом деле, очень долгое время высокая страна, омываемая рекою Кумбалей, и где живут ингуши, грузины называли Дзурдзукети, или страной Дзурдзукаса. Как известно, в грузинских хрониках, Таргам считается прародителем кавказцев. На этой карте, составленной тем же Клапротом, в самом сердце Кавказа изображена страна самого известного из потомков Кавказа, а именно Дзурдзука, согласно грузинской легенде, считающегося праотцом галгаев. Быди Картлиса. Обзор картвилогии. Грузинские и кавказские исследования. Париж, 1963 год. От самоназвания ингушей, Галга, или Галгай, Вахушти дает грузинскую форму, Глигас. Отсюда и название округа Глигвети. Вахушти описывает его как одноименного внука Дзурдзукаса.
Это последнее название встречается в грузинских источниках еще в X веке, и Генка считает, что для древнейшей эпохи Дзордзукас означает «весь Северный Кавказ». На данной карте 1570 года мы видим страну дзордзуков, обозначена тут как Зуирия, расположенную к северо-востоку от Грузии. Эта страна упоминается в книге «Острова и другие части Большой Азии и Африки», составлена Гербертом Льюисом, издана в Лондоне в 1934 году XVII века. На 125-й странице упоминается женщина знатного происхождения, из страны Черкесия, которая соединяется с Грузией и Зуирией недалеко от Евксинского и Каспийского морей. Роберт Морден. Исправленная география или описание мира во всех его королевствах, провинциях, странах и так далее. 1693 год. Между Черным и Каспийским морем лежит Грузия. Так называют ее греки от слова «георгой», которое означает «земледельцы». У некоторых это имя происходит от имени святого Георгия, покровителя всех христиан греческой церкви. Под общими названиями, из которых мы понимаем Мингрелию, Гуржистан, Зуирию и Каманию. Провинции, которые древние римляне не смогли подчинить, из-за изрезанности гор, которых в древности знали под именем Кавказ, прославившимся благодаря легенде о Прометее. Страна Зуирия соответствует Дзордзукете, которая также, по словам Вахушти-Багратиони, считалась замкнутой и недоступной для вторжений врага по причине здешних гор, скал, теснин и рек. Этимология слова «дзордзук» часто связывают с воротами и крепостями, расположенными в Горной Ингушетии. Ранее мы видели упоминание о Заурском пути в работе Петра Будкова, который, по всей видимости, является эквивалентом сегодняшней военно-грузинской дороги. Следующее, также написанное Петром Будковым, является возможным происхождением известного экзотнонима «дзордзуки» в древнегрузинской литературе. При самом устье Терекского ущелья, верстах в 6 выше крепости Владикавказской, существует ингушское селение Заур, занимающее такую местность, с которой видны окрестности на дальнее пространство. Селение это в древности имело соименный себе замок, и от него все протяжение пути, ведущего поперек Кавказа, с севера на юг, называлось у армян Зура, у византийцев Цур, у арабских писателей Сюаряк и Саул. В первой половине XVIII века Вахушти-Багратиони более точно описывает страну Дзордзукети и сообщает, что она состоит из 3 групп – Кисти, Дзордзуки и Глигви, из которых кистинцы расположены на западе, там, где протекают реки Армхи и Охкархи, обе известны у грузин под названием Кистинка, а восточнее расположены Глигви, к северу от Хивсурети и Тушети. Наталья Волкова писала, что термин «ингуш», наряду с именем Глигви и Кисти, в документах XVIII века выступает как синоним имени Галгай. Пример того мы находим в следующих работах, где в первой Глигви упоминаются в Дарьяльском ущелье во время правления Мириана I во II веке до нашей эры. В то время как во второй работе профессор Роберт Хьюзен идентифицирует дзордзуков, живущих к северу от Дарьяльского ущелья, как предков ингушей. Несомненно, что термины «кисти», «дзордзуки» и «глигви» использовались как синонимы для ингушей. В различных русских изданиях, особенно конца XIX и начала XX веков, часто упоминаются дальние и ближние кистины, среди которых под последними подразумевались жители ущелья реки Армхи, кистинка русских источников и Кистытис-Схали по Вахушти-Багратионе. А под первыми жители верховьев реки Аргун, то есть чеченцев. По наблюдению Григория Вертипова, дальние кистины раньше относились к ингушам, и лишь в настоящее время эту группу населения относят к собственно чеченцам. По этой причине более современные историки считают дзордзуками не только ингушей, но и чеченцев. Но проблема заключается именно в употреблении названия чеченцы. Немецкий профессор Карл Кох в своем путешествии через Россию к Кавказскому перешейку в 30-х годах XIX века сообщает, что в Чечении, в большом селении на Аргуне, в прошлом веке объявился предводитель и поработил все племена равнинных областей. По главной местности всех его подданных русские покрыли именем чечен или чеченцы, имя, которое неправомерно принято многими другими народами. Об этом также пишет этнограф Фома Гарипекин, считая ошибным называть ингушей чеченцами, так как название чеченцы заимствовано от другого народа.
Изначально общество, известно как чачаны или чеченцы, было расположено на равнине к северо-востоку от страны дзурдзуков, то есть оно не входило в Дзурдзукети. Это общество было основано тюркскими племенами, скорее всего аварцами. И не случайно, что оно входит в территорию Дагестана в географии Вахушти в 1745 году. Это подтверждается в более ранней работе Иоганна Гербера 1722 года, который упоминает чеченцев как одно из племен Дагестана, прежде зависимое от Шамхала. Новый азиатский журнал, сборник мемуаров, выписки и уведомления. Париж, 1830 год. Часть Кавказа отделяет Тушин от Кист-Глигвов. На юго-востоке, где Тушети заканчивается, находится восточная часть Кавказа, край аваров и чачан, который отделяет их от Дидоэти. На западе Кавказ отделяет Тушин от Кахети, а к северу от Глига-Кисти. Как сообщал Юлиус фон Клапрот, страна ингушей и галга называлась у грузин Кист-Глигва. Приват-доцент истории и этнографии Киевского университета Алексей Грен в 1896 году заключает следующее по поводу чеченцев и аварцев. Судя по антропологическим данным, оба народа ближе к южно-русским народностям и к тюркам, чем к закавказским. Обыкновенно полагают, что дзурдзуки грузинской летописи и есть чеченцы, но все это бездоказательно. Приходится сказать, положа руку на сердце, что и чеченцы, и аварцы не автохтоны Кавказа, а пришли туда с севера. Но откуда и как, могут сказать лишь более точные и продолжительные исследования. Оба народа во всяком случае хоть относительно родственны. Известия Кавказского отдела Русского географического общества, том 18, 1905 год. Чеченцы, вообще, не очень давно осели на Кавказе, поселились же в местах древних гелов, может быть только после того, как пришли вместе с ордами Чингис-хана из Центральной Азии. Во всяком случае, чеченцы не могут быть в точности отождествлены с каким бы то ни было из народов, упоминаемых древними географами. Известия Кавказского отдела Русского географического общества. Том 13, 1900 год. Кроме ущелья Осиновского по реке Аси, ингуши живут и в ущелье Дарьяльском по реке Тереку. Северная часть территории, в бассейне притоков Терека, имеет почти степной характер. Совершенно точную границу ингушских поселений определить трудно, потому что, кроме принадлежащих к так называемым дальним кистинам, уже совершенно слившимся с чеченцами, ингушей, живущих по ущельям реки Аргуна, кистины, в числе 392 дворов и 2150 человек, живут в обществах Саханойском, Майстском, Джакольском и других Тянецкого уезда Тифлисской губернии, а также в различных местах Сунжинского отдела и Владикавказского округа Терской области. По словам Григория Вертипова, основанным на собранных Дубровым преданиях, чеченцы пришли откуда-то на берега реки Аргуна и Сунжи всего 2-3 века назад, и вместе с ними же пришли и родоначальники части восточных ингушей. Как упоминалось ранее, дзурдзуки охраняли свои земли от враждебных племен, вторгшихся на их земли с севера. В различных источниках встречается упоминание о дзурдзукских воротах, расположенных в долине реки Аса, на территории современной Ингушетии. Особенно увлеченный ингушским языком, этнограф Фома Гарипекин писал, что еще несколько столетий тому назад грузинский историк Вахушти говорил, что язык предков ингушей, дзурдзукети и глигви, считался трудным и малопонятным. С древнейших времен, ведя главным образом пастушеский образ жизни, питаясь исключительно молочными продуктами и мясом, имея скудный запас знаний о возделывании земли, ингуши для обеспечения безопасности как горных своих поселений, так и имущества, состоящего из стад, имели у себя особое сословие воинствовавших людей, своих защитников-соглядатаев. Опасность всегда и более всего предвиделась со стороны равнинной части Северного Кавказа, где постоянно происходила смена народов. Пришедшие после из глубины Азии теснили предыдущих, и они во многих случаях продвигались к подножью гор, искали там своего убежища. Местность Галгая почти всегда была замкнута со стороны реки Терека, из северной лесистой части недружелюбными соседями, почему не имела постоянных свободных мест для переселения из гор на равнину, вследствие чего народ, будучи замкнут в горных ущельях, сохранил доселе в чистоте свой язык и память о своей старине.
На случай безопасности народ укрывался в горах, занимая горные ущелья как единственные проходы. В горах Галгая народ издревле имел укрепленные поселения, распространяясь в нынешнюю Хевсурию и Тушетию. По ущельям же реки Терека и Асы имели стены Галгай-Куошика. И сторожевые башни, замыкавшие проходы, остатки каковы видны и доселе. Это известное Галгаевское укрепление описано Леонтием фон Штедером в дневнике путешествия из пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кавказа, предпринятого в 1781 году. Мы шли под горой через хилый мост к правому берегу Асы. Эта река запирается здесь горами и становится тем более стремительной и полной скальных осколков, многократно набрасывается на отвесные скалы неприступные горы и поворачивает дороги с одной стороны на другую. Через 10 верст южнее мы снова постепенно пришли вниз к реке и натолкнулись здесь на стену с уже частично обвалившейся башней, протянувшейся поперек через узкий перевал, шириной всего в 20 саженей между двумя неприступными горами. На этом старом снимке запечатлены те самые Дзурдзукские ворота, или Галгай-Куошика, в долине Асы, остатки которых сохранились до наших дней. В 1811 году профессор минералогии и геологии Мориц фон Энгельгард пишет о том, как он, при условии назрановских ингушей, которых наняли в качестве проводников, был одет и вооружен как ингуш, чтобы безопасно пройти через горные селения Галгаев. На этом рисунке Энгельгард изобразил укрепление Галгаев в долине реки Аса и описывает это место следующим образом. В узком месте долина запирается стеной, которая идет сверху вниз от западной отвесной скалы в плотную кассе, которая протекает между нею и крутым правым склоном. Только узкие ворота, защищенные башней, которая касается тропинки, разрешает доступ в расширение позади стены, с которой открывается район Галга. Старая крепость сейчас оставлена, но еще в хорошем состоянии, так что несколько опытных стрелков могут препятствовать проникновению значительной силы, так как к воротам можно приблизиться, только следуя друг за другом. Дошлука Мальсагов. О некоторых непонятных местах в слове о полке Игореве. Ассиновские ворота, упоминающиеся в грузинской летописи в VI веке нашей эры, называются не только Галгай-Куошика, то есть Галгаевская крепость, но и еще Гуфбита-Моттик, место, где забивались поперечные слеги. Упоминание о древнем укреплении ингушей также встречается в разных легендах. Одна из них приводится в труде Николая Яковлева 1925 года. Испокон века жили ингуши в Галгайском ущелье. Поперек ущелья была сделана каменная стена, и стояла их стража у единственного входа. Без разрешения часовых никто не мог ни выйти, ни войти. Стража и вся страна находилась под управлением отца или старшего трех селений Эги, Таргим и Хамхи, отца Баркинхоевых, отца Евлоевых и Ферта Шоули, род Кукурхоевых. Журнал «Революция и Горец», 1933 год. Иногда сопоставление известного исторического факта с данными фольклора позволяют делать совершенно новые выводы или изменить оценку фактов, считавшихся установленными. В 5-м томе «Известий востоковедов» при Академии наук в статье Генка «Из культурного прошлого ингушей» упоминается о вратах персидского царя Ануширвана, которые находились где-то в районе Осинского ущелья. Персидский царь Ануширван, о котором упоминает Генка, жил в 8 веке. Сопоставьте это известие с ингушскими преданиями о Колой-Кант, Абхагал-Бяре и другие, охранявших Осиновское ущелье от вторжения врагов с плоскости. Сопоставьте с ингушскими преданиями, которые указывают место, где находились самые ворота и стража, защищавшая их. Вспомните, что ингуши, Калоевы, считают своим родоначальником Колой-Кант, а Барахановы – Бхагалбера. Неужели исследование этих преданий, сопоставление их с источниками, повествующими о воротах царя Ануширвана, не позволяет сделать некоторые исторические выводы? Кавказский вестник. Год 1. 6 выпуск, 1900 год. Подобно разъяренному зверю, река, обратившись в бурный поток, неистовствует в узкой теснине и с ревом перебрасывает свои пенистые воды через громадные скалы, которые как будто хотят загородить ей путь. От этого неистового рева будто трясутся высокие утесы и постоянно сбрасывают в русло маленькие и большие глыбы. На громадном обломке скалы, лежащем в самой середине воды, красуется старая крепость, когда-то угрожавшая путнику, но теперь нас ничто не задерживает. Частые мосты перекинуты через реку.
Хотя берега с обеих сторон довольно круто поднимаются, склоны все таки заросли красивым лесом почти до самых вершин. В этом отношении долина Асы живо напоминает долину Балкарского Чарока. Нам доставляло большое наслаждение ехать рядом с бушующей рекой, в тени цветущих лип и других деревьев, на ветвях которых многочисленные легкокрылые пташки пели свои веселые песни. Река Аса имеет со многими кавказскими горными потоками ту особенность, что она в верхнем течении местами сравнительно спокойна, но там только проявляет свои демонические силы, где прорывается через горную цепь, которая препятствует ее пути. Это мы видим у Терека, Аргуна и других. Но если мы сравним долины этих трех рек, то по очаровательной красоте и величественности Терек уступает Аргуну, а этот опять далеко уступает реке Асе. Асинское ущелье, в котором было найдено захоронение, являлось одним из важнейших стратегических районов Древней Ингушетии и всего Кавказа, через которые пролегал путь из Северокавказской равнины в ее центр – Джейрах и Дарьяльское ущелье. Это была дорога, по которой Тамерлан направился в горы, известная в народе под названием Вордник – Арбовая дорога. В фамильном предании Тейпа сохранился факт трагедии, произошедшей в этом замке. Согласно ему, камень, на котором стоит самая выступающая его часть, некогда раскололся на две части, вследствие чего мгновенно умерло несколько человек, упав в расщелину. При ближайшем рассмотрении остатков башни факты из предания находят свое место. На противоположном от разлома остатке стены башни видны глухие оконца, которые могли находиться только внутри ее. Рядом заметен вход, который застроили позднее. Значит, одну из башен действительно внезапно разорвало вследствие движения камня, и в образовавшийся разлом могли упасть люди. Асинское ущелье, несомненно, имело огромное значение для ингушей не только в древности, но и в недавней истории ингушского народа. В 1910 году князь Андроников узнает, что разыскиваемый обрек Зелимхан укрывается в горах Ингушетии. Больше всего времени Зелимхан и его семья проводят в горных поселках Коки и соседнего Нилыха. Зелимхан и его семья были разлучены при наступлении Андроникова, однако семья Зелимхана была схвачена в районе Асинского ущелья. Князь Андроников и ротмистр Даногуев искали встречи с Зелимханом и двигались по Асинскому ущелью со своим отрядом. 25 сентября 1910 года отряд подвергся перекрестному обстрелу из двух засад, устроенных Зелимханом, его братом и ингушскими сообщниками. При отходе в Асинском ущелье обрек Ингуш, Поско, убил князя Андроникова и тяжело ранил ротмистра Даногуева. Все три экспедиции, сознавалось потом начальство, бывшие в Асинском ущелье в разных его частях в 1909 и 1910 годах, закончились для нас неуспешно, а для Зелимхана очень даже успешно. Дело канцелярия Совета Министров. Заявление о запросе наместника его императорского величества на Кавказе по поводу незакономерных действий администрации Терской области по отношению к туземному населению, имевших место при принятии мер к задержанию разбойничьей шайки обрека Зелимхана. Престиж русской административной власти среди полудикого ингушского народа падает с каждым днем. Понятие о законности утрачивается, человеческая жизнь совершенно обесценивается, и чужая собственность не признается вовсе. Мало того, ингуши очевидно не останавливаются, и перед тем, чтобы открыто выступить против правительственной власти, желающие охранить как их личную, так и общественную безопасность. Это подтверждается тем, что 20-го прошлого сентября они вместо содействия, которое должны были оказать воинскому отряду, посланному для поимки главаря разбойничьей шайки обрека Зелимхана, сами примкнули к этой шайке и напали на отряд в Асинском ущелье, где, обстреляв войска, первым же выстрелом убили своего начальника округа ротмистра князя Андронникова. Возмутительно беззаконные действия ингушей должны, наконец, получить вполне заслуженное возмездие, и потому я решил по всей полноте предоставленной мне государем-императором власти принять против них чрезвычайные меры наказания,
предложенные вашим превосходительством в докладе от 2 октября сего года за номер 190-74 «Меры воздействия на преступный ингушский народ» я вполне одобряю и предписываю вам всех жителей поселков Нельх и Кек, среди которых в продолжение 1,5 лет укрывались семьи абреков Зелимхана и Салтамурада, выселить вместе с означенными семьями в Сибирь. Хутора, расположенные по Осинскому ущелью, в которых оказывался приют Зелимхану, и жители которых принимали участие в нападении на войска 20-го минувшего сентября, уничтожить, расселив жителей к местам их приписки. Немедленно взыскать с ингушей Назрановского округа штраф в размере 20 700 рублей, кои выдать в вознаграждение семейств убитых чинов отряда и частных лиц, семейством ротмистра князя Андронникова, 10 000 рублей, поручика Афанасьева, 3000 рублей, убитых 5 нижних чинов и 1 туземца по 1000 рублей за каждого, и в пособие раненым, ротмистру Донагуеву 1000 рублей, 6 нижним чинам и 1 туземцу по 100 рублей каждому, и лишить общества Назрановского округа права выбора себе старшин и назначить туда правительственных. Об этих мерах наказания ингушей я донес его императорскому величеству и вместе с тем вошел в сношение с председателем Совета министров, военным министром, главноуправляющим землеустройством и земледелием и сенатором Никольским, коих прошу оказать содействие к скорейшему осуществлению предпринятой мною чрезвычайной меры наказания, а именно выселение в Сибирь целых семей поселков Нельх и Кек. Благодаря такому положению вещей, в течение целого ряда лет стало создаваться в окружающих по отношению к ингушам такое настроение, что вскоре имя ингуш стало синонимом всякого преступления, кем бы ни совершенного, именем его стали прикрываться те, кому только было полезно отвратить глаза администрации и правосудия от истинных виновников. Результатом всего этого было то, что всю тяжесть репрессий приходилось нести одному ингушскому народу, оказывавшемуся в большинстве случаев без вины виноватым.